И даже подрастающее поколение слышит и видит проблему лесных пожаров. И более того, готово внести свой посильный вклад. А еще не взрослых, но уже героях с очень зрелыми поступками. В материале Надежда Саханская. Взрослые не по годам. 13-летние ученики 7 класса Якутской национальной гимназии в силу своего возраста делают посильный вклад и закупают канцелярские товары для школьников села Бяскюль. Таким образом, они помогают подготовиться погорельцам к новому учебному году. Так деревянные не сломаются же. Они сломаются. Аркадий Прокопьев, который выразил желание хоть как-нибудь помочь пострадавшим ровесникам, сначала обратился за советом к своим родителям. Вчера мы с мужем дома решили, он узнал, что мы едем в оптовый рынок за продуктами для жителей Бяскюль по горельцам, чтобы оказать материальную помощь. Мы купили там сахар, муку, гречку, рис. И сын мой говорит: мама, давайте я тоже помогу. Он изъявил желание помочь, да? Я говорю: у тебя же денег нет, мы же уже делаем от себя. Он говорит: не от вашего заработной платы, а от именно путинского пособия. Он же выделил нам президент Владимир Владимирович Путин именно для школьников до 18 лет. И мы хотим тоже внести. Сказано, сделано. Родители сразу же начали обсуждать такое необычное предложение и сошлись на том, что такая помощь тоже не будет лишней. Дети не остались в стороне и начали организовывать свою инициативную группу, которая отправилась бы на закупку. Вот недавно была новость такая очень плохая, ну, вчера-позавчера, где в горном Илусе деревня Бяскюль, там загорело около 25-30 домов. Мне стало очень сильно их жаль, и сразу пришло на голову идея открыть им фонд помощи с класса, ну, со школы по 200 рублей с каждого скинуться, и предложил это родителям. Родители поддержали, а вот мы, дети, набирали канцтовары на учебу, потому что мы знаем, что надо брать, ведь мы учимся ведь. Купленные детьми школьные принадлежности отправятся в республиканский добровольческий штаб по тушению лесных пожаров и уже оттуда к своим новым владельцам. Дети видят этот мир иначе взрослых в силу своего возраста. Но даже они готовы оказать посильную помощь для тех, кто оказался в тяжелой ситуации. На вопрос, готовы ли они помогать, если вдруг горе настигнет кого-то еще, семиклассники, не задумываясь, отвечают хором «да». Вы готовы оказывать помощь, если вдруг, не дай бог, случится повторно такая ситуация? Да, мы готовы. Ну а взрослому поколению можно не переживать о том, в чьи руки перейдет возведенное ими здание. Мы знаем, что с такими благородными поступками в 13 лет их ждет светлое будущее. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск.